Каждое утро, собираюсь на работу, выхожу из дома. Если нет ледовой переправы, значит до берега на машине или на автобусе, потом переезжаю реку, потом опять там другой транспорт, или автобус, или машина, до рабочего места. И так каждый день. Почти 12 лет Лидия Семеновна Чупрова преодолевала долгий путь из Сизябска в Ижму. Пешком, автобусом, на лодке. Иногда с риском для жизни. На работу, где каждый день ее ждали люди с их проблемами и горестями. За это время удалось решить много вопросов. Кому-то помочь с квартирой, другому достать лекарства, третьему провести в дом телефон. Но особенно Лидия Семеновна гордится появлением в Ижемском районе Николая Нагорного. После того, как перестали летать самолеты в конце 90-х, может быть, в начале 2000-х годов, общение отдаленных предпечорских сел с райцентром стало ограниченным. Если, допустим, раньше могли летать на Ан-2, например, да, каждый день можно было с Кипеева попасть в Ижму или с Ижмы в Кипеево. Вот, и пока реки открыты, люди на открытых лодках с Кипеева до Шильяюра добирались. Около 100 километров на частных лодках. А потом с Шильяюра на автобусе или на машине поднимались в Ижму. Ну, и это было, конечно же, очень неудобно. Много раз люди обращались с этой проблемой. Почему? Потому что на открытых частных лодках все равно опасностей много. И обращались во все инстанции. И к районной администрации, и к республиканским органам власти. Ну, а теперь с 2012 года курсировал, катер Николай Нагорный, более 20 мест вместимость. Вот. А теперь Щугар переезжает, и проблемы теперь нет. Сделать так, чтобы проблемы не стало. Решить вопрос конкретного человека. Это и есть миссия общественной приемной главы Республики Коми, которую создали 15 лет назад. Все началось в 1996 году, когда в республике открылось региональное представительство Народного дома Республики Коми. Вот. И руководителем его был Александр Владимирович Громов. Мы начинали с того, что создавали социальные экспедиции. Ездили по разным городам, весям, на теплоходах, поездах и общались с людьми. Такие экспедиции были скорее эпизодическими, но люди их очень ждали, чтобы рассказать о своей проблеме, поделиться тревогами. Тогда и созрело решение помогать людям комплексно и на постоянной основе. За годы выездов во многих населенных пунктах образовался актив из местных жителей. Они и стали первыми руководителями филиалов общественной приемной главы Республики Коми. Это был такой новый совершенно институт, и в то время, когда я вот только начинал, и, может, интернет так не был известен, так, и я смотрел, есть ли где такие же подобные учреждения в России. И я не нашел. То есть мы даже были пионерами, поэтому мы искали различные формы работы для того, чтобы работать как с населением, так и с общественными объединениями. Новые формы после Алексея Тихомирова стала искать и Галина Киселева. Совместно с органами власти выстроила информационно-разъяснительную работу с жителями. Еженедельно отчитывалась перед правительством о социальном самочувствии буквально в каждом муниципалитете республики. Самым важным направлением, как и прежде, оставался личный прием граждан. Я могу приводить очень много примеров, которые говорят о том, что люди, работающие у нас на местах, на самом деле творили чудеса. И творят, потому что приемная работает. Время не стоит на месте. Так и работу учреждения, как живой организм, надо было развивать. 10 лет заместителем руководителя трудилась Ирина Карипанова. Вместе с Галиной Киселевой работала рука об руку, налаживая все более тесную связь с жителями республики. Работали такие на нашей площадке проекты, как детская общественная приемная главы, консультативный совет, Республиканский консультативный совет общественных организаций и объединений республики. Работала юридическая консультативная служба, которая предоставляла бесплатную помощь населению. Во все годы работы общественной приемной большое внимание уделялось личному приему граждан.
И в большинстве случаев получалось помочь. С каждым услышанным обращением, решенным вопросом и вовремя донесенной до населения информации репутация общественной приемной главы Республики Коми укреплялась и росла. Люди поняли, что сюда можно прийти за консультацией и помощью. Это действительно очень важный, действенный, я бы сказал, крайне необходимый механизм. И общественная приемная – это некая форма обратной связи между властью и населением. Понятно, что те люди, которые приходят в общественную приемную главы, они, как правило, приходят, но, может быть, не совсем радостными целями. Это, конечно, вопросы, связанные с повседневным бытом. Это темы, которые людей волнуют. Это вопросы, которые не решены. Где-то было отказано, кто-то не услышал, кто-то не предпринял необходимых мер. И, конечно, остается одна, наверное, может быть, не совсем последняя надежда, но одна из последних надежд. Они идут в приемную главы, они со своими чаяниями, с проблемами, с вопросами. Иногда просто поговорить. Но жизнь предъявляет новые требования. Поэтому не случайно, что в 2015 году новым руководителем учреждения стала Виктория Сидорова. Профессионал в области социологии, науки, изучающей общество, общественные отношения. Ей пришлось решать отнюдь нелегкие задачи. Интервью с Викторией Александровной мы записали в одной из рабочих поездок. Во-первых, укрепить авторитет между властью и обществом, то есть населением, как диалоговой площадки. Это самая главная задача и смысл вообще общественной приемной главы Республики Коми. И вторая очень важная задача – это вписаться в современные тренды. Это тренды, по сути дела, 21 века. А это значит освоить сегодня новые информационные технологии, с помощью которых можно было бы взаимодействовать с населением по различным направлениям. Информационно-разъяснительному направлению, да? Направлению мониторинговому, когда мы изучаем социальные настроения. Третья задача – подготовить для будущего Коми молодых профессиональных специалистов. Для достижения любой цели, хоть маленькой, хоть глобальной, в первую очередь нужна поддержка команды. Только команда и только командным способом можно добиваться и достигать каких-то результатов. Один в поле не воин. Третье – это сохранить те традиции, которые были и которые были созданы за 15 лет, и привнести что-то новое уже под влиянием времени. Привнести новое и увязать, взаимоувязать это так, чтобы это было гармонично. И тогда можно работать. Каждый специалист общественной приемной – человек неравнодушный и обязательно активный. Кто-то в общественно-политической жизни республики, а кто-то в спортивной. Однажды Елена Коюшева поняла, что периоды концентрации на работе надо сменять отдыхом, и занялась бегом на длинные дистанции. Пока бежишь, рабочая информация логически выстраивается в нужную структуру. Поняла, что я марафонщик. Если мне длинные дистанции лучше даются, чем короткие, так и в работе. Большие проекты, большая работа, она мне лучше дается, она мне интереснее, потому что ты вкладываешься глобально. Важная часть работы общественной приемной – организовать связь с каждым из 21 филиала. Именно через тех, кто работает на местах, доносятся голоса жителей сел и городов нашей большой республики. От них зависит репутация общественной приемной в целом. Мужа на работу собрала, Танюшку в университет тоже отправила. Так, Настенка, вроде бы все учебники с собой забрала. Да, собрала. Владуську в детский сад отвела. Ой, сегодня у меня такой ответственный день, прямая линия. Ну, мы к ней тоже готовы. Думаю, справимся. Анна Симукова – многодетная мама. Активно участвует в самодеятельности, в спортивной и общественной жизни района. Без преувеличения идет на работу, как на праздник, всегда с настроением. Вместе со своим руководителем, заведующим Усть-Вымским филиалом Светланой Алексеевой, они яркий пример людей активных и неравнодушных, как в жизни, так и на работе.
С их помощью жители района решают конкретные проблемы. Вот, например, многоквартирный жилой дом на улице Ленина в городе Микунь. Люди много лет мечтали об игровой площадке для своих детей и внуков. И только после обращения в общественную приемную проблема сдвинулась с мертвой точки. В мэрию обращались, года 3 боремся. Нам только обещания, обещания, обещания. Вот. Да, кто сказал, что деньги соберите, сами за свой счет сделаете? Да. Мы деньги собрали. Мы собирали деньги. Да, но мы пенсионеры, мы собрали 5000, а на 5000 ничего не сделаешь. Трактор стоит дорого, машина песка стоит 8-9 тысяч. У нас нет таких денег. А помощи вот стали в общественную приемную, позвонили. И вот Светлана Викторовна стала контролировать, песка привезла, машину для вывоза мусора нашла. На обращение Татьяны Овчинниковой тоже отреагировали быстро. Многократно обращались, что у нас промерзает шов вот этот. И даже я еще боялась, говорю, газовая труба у нас идет, чтобы этот. Безрезультатно было. В этом году, конечно, сейчас сделали вчера. Только перед вами как раз сделали все. Посмотрим, зима покажет. Тут все у нас, конечно, черное, вот за панельками всеми. Вся стена, даже тут видно, он черный еще. Плесень. Вот когда мороз, наледь как была, вот тут по шву, по обоям, вот тут даже, он даже черный тут есть. Вот там еще в туалете у нас задувала вытяжка. Тоже обращались, это из-за шва, в общем, из-за того, что лопнул шов. Теперь швы заделаны, и у жильцов появилась надежда на теплые зимние вечера в родной квартире. Это лишь немногие примеры того, как общественная приемная налаживает диалог между активной общественностью и чиновниками. Это один из источников получения информации. Это очень хороший источник, потому что действительно люди доверяют главе. И, естественно, общественная приемная в Устюмском районе – это то окно, куда можно обратиться. А для нас это еще один дополнительный источник. Потому что мы сами встречаемся, естественно, с людьми на местах, получаем информацию, но, может быть, этой информации не совсем достаточно, и многие люди обращаются именно через приемную главы. Тем более формат такой, что можно обратиться по телефону. То есть не надо никуда ехать, не надо ничего искать транспортом, и для многих, особенно пенсионеров, это проблематично, и они, естественно, обращаются через приемную главы. Это удобно и жителям, и очень удобно нам. Без сотрудничества с разными организациями и ведомствами не было бы качественного положительного результата, говорят сотрудники общественной приемной. И вот действительно через общественную приемную главы мы наладили тогда связь со всеми нашими муниципалитетами, и самые интересные вопросы поступали из глубинки, и практически за много лет население уже знало о том, что ежемесячно можно было обратиться и получить ответ непосредственно от специалистов, которые приходили на наши заседания. Валентина Жиделева подчеркивает, на своих мероприятиях общественная приемная главы Республики Коми всегда собирает тех специалистов, которые бесспорно нужны для обсуждения той или иной проблемы и могут ответить на поставленные вопросы. Сегодня еще одна возможность у меня оценить деятельность общественной приемной главы, когда уже мы в рамках обсуждения законопроектов или тех законов, которые уже приняты, встречаемся и со специалистами, которые приходят на заседание общественной приемной главы Республики Коми, и с теми гражданами, с теми нашими районами, которые ждут решения того или иного вопроса уже непосредственно в процессе тех заседаний, круглых столов, которые проходят на базе общественной приемной главы. Общественная приемная главы Республики Коми в год проводит более 2000 разнообразных мероприятий. Особенно радует, когда удается решить проблемы не только отдельных людей, но и целых групп. Мы проводили круглый стол совместно с Министерством сельского хозяйства по потребкооперации. И приглашали на этот круглый стол специалистов разных уровней, все заинтересованные стороны, в том числе и предприниматели.
Они, представляете, предприниматели даже приезжали из Усть-Цильмы на наш круглый стол. Из Усть-Кулома, из Усть-Цильмы, то есть из разных муниципальных образований. И суть этого круглого стола была в том, чтобы предприниматели кооперировались, да, вступали в кооперацию, чтобы было проще и легче выживать и эффективнее осуществлять свою деятельность предпринимательскую. И сегодня Министерство сельского хозяйства в этом заинтересовано и готово помочь. И вот наша задача была за круглым столом обсудить все вопросы, все проблемы, которые сегодня, почему люди не хотят вступать, кто-то уже вступил, какие преимущества, да, увидел, какие проблемы еще все-таки с какими проблемами еще сталкивается. Я сама помогала модерировать этот круглый стол, я со-модератором была. Что меня удивило, это круглый стол шел, слушайте, почти 2 часа. Это, конечно, вот с моей точки зрения даже много людей уже устали, но уходили все такие довольные. Но это эмоциональная, да, оценка. А рациональная составляющая – это то, что резолюция круглого стола поступила в государственный, обязательно присутствовал на нашем круглом столе депутат Государственного совета. И резолюция ушла в Государственный совет. И сегодня вот мы получили уже бумагу, где за подписью председателя Государственного совета Надежды Дорофеевой, да, значит, в этой бумаге говорится о том, что эта резолюция и предложения уже будут рассматриваться как предложение законопроекта. Одна из приоритетных задач ведомства – повышение юридической грамотности населения. Сегодня люди хотят решать вопросы законным путем. Они сегодня хотят, это спрос, социальный запрос, да, что сегодня можно решить эти вопросы и нужно решать эти вопросы так, а не иначе. Не криком, не акциями протеста, да, а именно идти к юристам и пытаться решить какие-то свои вопросы правовым способом. Специалисты общественной приемной подошли к вопросу стратегически и заключили договоры с Ассоциацией юристов России и Государственным юридическим бюро. Важно обеспечить все площадки филиалов юристами, чтобы любой житель республики мог грамотно разрешать сложные ситуации, не теряя драгоценного времени. Личные приемы, выездные консультации, юридический марафон для пенсионеров. Разнообразие форм позволяют охватить больше населения. Работа общественной приемной – это не только аккумуляция обращений от граждан. Сотрудники сами выезжают на личные встречи с людьми, даже в самые отдаленные населенные пункты, где особенно остро нуждаются в диалоге жителей с властью. В общественной приемной у нас много самых различных форм работы с населением. Есть прямые линии, круглые столы, информационные часы, деловые встречи и так далее. Но среди них есть такая форма – личный прием граждан на дому. На дому. Это мы проводим в самых малых деревнях, в глубинке, где, может быть, даже негде собраться. И вот мы ходим, вот так и встречаемся с людьми. Летом-то насос все равно установили, да ведь? Да, насос установили, был. но поздно установили. Поздновато установили, да. Поздно. Да. Там лето, когда поливать надо было, тогда не было. Значит, надо приходить весной на личный прием. С колясками мы тогда решили, да? Вот, значит, смотрите, у нас была проблема, мы тут приходили, все, была с колясками. С колясками мы сделали через нашу, общественную приемную занялись, мы сделали. Потом у нас была в этом году с памперсами. Дело в том, что вообще из Казани нужна была карта реабилитации по новой. Все, добились, сделали. Усть-Куломский район. Здесь населенные пункты раскиданы очень далеко. Нужны часы, чтобы добраться от южной точки до северной. В таких районах особенно важно быть в постоянном контакте с людьми. Антонину Кузнецову в усть-куломских селах и деревнях знают многие.
Она работает с первых дней основания общественной приемной. Да, за 15 лет, конечно, много изменилось. В начале нашей деятельности было очень много проблем, в основном по вопросам доставки твердого топлива. Вот это прям запомнилось, что куда ни поедешь в сельское поселение, везде поднимают твердое топливо, потому что и топливо было дорогое. И сейчас, конечно, этот вопрос уже не поднимают на выездных встречах, потому что и закупают, и есть доступ, и есть заготовители, у которых можно приобрести это твердое топливо. Темы проблем меняются, но, как и прежде, руководитель Усть-Коломского филиала лично приезжает к своим землякам. Наиболее эффективный метод работы, я считаю, что это выездные встречи с населением, потому что там мы выезжаем, ежемесячно почти выезжаем совместно с районным советом ветеранов, совместно с органами соцзащиты. Раньше выезжали совместно с пенсионным фондом. И там вот есть эта возможность людям как бы более открыто высказать свою проблему. И мы узнаем от населения, что их волнует, в большей мере, как бы вот это получается возможность узнать. И есть возможность индивидуально с человеком поработать. То есть вот эта форма, конечно, она очень хорошая. И есть возможность большему количеству людей узнать о нашей работе, о политике главы и правительства Республики Коми и так далее. Разную информацию может получить в один момент большее количество населения. Каждому решенному вопросу Антонина Анатольевна радуется как своему успеху. За 15 лет так и не научилась отстраненно воспринимать чужие беды. Конечно же, проблемой проникаешься, потому что проблемы, они все равно исходят от сердца. То есть человек этой проблемой, он как бы живет, и вот очень хочется, чтобы эту проблема решилась. И как бы переживаешь вот каждую проблему через себя. Вот, и когда получается помочь чем-то этому человеку, это прям такая радость, такое ликование наступает. Сам по себе характер работы такой, да, что мы не должны ограничиваться рабочим временем. Да. Я все время на связи, да, то есть говорю своим специалистам, что до 11 часов вы можете мне звонить, если какие-то там вопросы, происшествия. Ну а как еще в рабочее время не всегда это решишь, да? И точно так же и к нашим руководителям и специалистам звонят люди, приходят. И я думаю, что точно так же все думают. То есть сам характер работы, я же говорю, что не замыкается только на, допустим, одной площадке общественной приемной. Это площадка всего муниципального образования. А значит, мы, получается, и открыты всегда, да, и готовы работать всегда. И не потому, что там мы такие трудоголики, можно было бы и так сказать, но зачем? Да? Мы не будем этого говорить. Но сам характер работы, он обязывает нас быть всегда открытыми к диалогу. Эмоциональность и сопереживание, безусловно, важны в работе. Но яркое проявление профессионализма – умение собрать проблемы, мнения и настроения жителей Коми, проанализировать и вовремя донести эту информацию до власти, обеспечить ту самую обратную связь и качественный диалог власти региона и его населения. Я в первую очередь, конечно, хочу поздравить тех, кто работает в общественной приемной. Я с ними постоянно в своих поездках общаюсь. Они создают для меня возможность рабочего диалога с общественными представителями, с теми, кто, как я уже сказал, имеет определенную неравнодушную гражданскую позицию. Конечно, личные мои приемы с населением – это в первую очередь люди. Это люди, на чьих плечах, это в основном женщины, которые, конечно, на мой взгляд, они обладают уникальным качеством, уникальным свойством. Они очень коммуникабельны, они очень радушны. Они, невзирая на сложности работы и на тяжелый, в общем-то, труд, все-таки это психология, это психологическая оценка состояния, проблематики, которая, к сожалению, нас окружает. Вот они, конечно, несут на своих плечах эту очень важную, нужную миссию для нас. Я в первую очередь им хочу пожелать успехов, и, конечно, их труд 15-летний, он сегодня заметил, он крайне нужен и для нас, и в целом для всей республики. Я их поздравляю с этим.